Туристы смогут получить кэшбэк от 5 до 15 тысяч рублей за туры, купленные на российские курорты. Соответствующее решение принято правительством России. Обсудим детали, а также влияние пандемии коронавируса на индустрию вместе с председателем Госкомитета Башкортостана по туризму Салаватом Нафиковым. Салават Тагирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с новшества. Туристический кэшбэк. В чем суть? Суть в том, что люди, которые едут в какой-то регион, который включен в список Ростуризм, и приобретают там туры у туроператоров, который должен соответствовать определенным требованиям, могут вернуть деньги от 5 до 15 тысяч рублей на одного человека. Какую картину сейчас в туриндустрии видите вы и как новшество может повлиять на цифры? Ну, начнем с того, наверное, что, к сожалению, надо признать, что у нас рынок туроператоров, туристических операторов республики, он развит очень слабо по сравнению с другими регионами, так скажем, и тем более на федеральном уровне. Но, учитывая вот эти моменты, все-таки наши туроператоры постарались, они все свои туры в этот пакет включили, программу. Мы там старались отработать с каждым туроператором, который у нас есть в республике. Мы уже несколько совещаний провели. Вчера был крайний день. Вот они вчера полностью упаковали свои проекты, свои туры. Уже будут размещать на сайтах, уже все это отдали. Ну, ждем, конечно, что люди приедут, будут приобретать. Насколько это сильно увеличит турпоток, сейчас я не готов сказать, но надо вообще по республике сегодня же мы видим, что туристов огромное количество, это не только с нашего региона, но с других регионов огромное количество людей едут, но это и здорово, как бы дает некий такой толчок для развития. Что Башкортостан предлагает туристам? Ну, традиционно это наши природные достопримечательности, по которым, в которые, так скажем, огромное количество людей едут, да, и также санаторно-курортная отрасль, которая тоже является очень таким привлекательным для жителей других регионов. Но мы стабильно в топ находимся. Санатории? Да. Конечно, санаторий у нас всегда входит в топ-5 санаторно-курортных регионов России и по количеству мест, и по количеству отдыхающих, и по денежному обороту, который именно в этой отрасли. Мы в топ-5 регулярно, поэтому можно сказать, что мы очень востребованы. О чем это говорит? Хорошее качество, уникальное предложение. Что стоит за этими высокими показателями? Но и уникальные качества, уникальные предложения, да, и хорошие качества наших санаториев. Это, конечно, востребовано. Ну и шикарный лечебный природный фактор, потому что грязи, минеральная вода, подземные пары, это только у нас, и поэтому люди едут за этим, это людям помогает оздоравливаться. Салават Тагирович, вы уже сказали, что с туроператорами проводилась работа по формированию пакетов. Да? Каков нижний порог цен, максимальный порог цен? Какая картина здесь? Но согласно требованиям Ростуризма, сумма минимальная должна быть на одного человека 25 тысяч и 5 дней. Да, при этом они должны размещаться в отелях, которые имеют классификацию, в простонародье это звездность, да, это первый момент. Второе, туроператор, который это будет составлять, он, соответственно, должен стоять в федеральном реестре туроператоров. Вот эти моменты, которые надо соблюсти. Вы сказали, что низкое количество туроператоров, является ли это барьером для развития туриндустрии Башкортостана? Конечно, это является таким существенным барьером, но опять же таки, почему рынок туроператоров не развивается сильно? Ну, потому что нету инфраструктуры где-то, да, там, то есть как бы не научились работать, то есть много-много моментов, от которых же зависит в том числе и бизнес, поэтому этот бизнес он и не развивался. Да вообще в России не могу так прям сказать, что именно рынок туроператоров, как бы туроператорская такой вот целая ниша, она прям работает идеально. К сожалению, в России свои особенности. Да, если мы там едем за границу, мы всегда знаем, у кого покупать, да, и какой туроператор за этим стоит. Тут уже веками, не веками уж там, десятилетиями сложившаяся некая такая модель, которая уже работает и дает эффект. У нас, к сожалению, пока такого нет. Но мы понимаем, что туроператоры в том числе пострадали от пандемии коронавируса. Вот здесь какие меры для поддержки предусмотрены, да, для туроператоров? И есть ли понимание, насколько сильным был ущерб? Нет, четкого сейчас понимания еще пока нет, наверное, какой был ущерб, но
те меры для федеральных туроператоров, которые, ну, скажем так, ну, именно выездного туризма, им тоже была оказана, сколько помню, там помощь, да, и в том числе по внутреннему, вот та первая мера, 15 миллиардов, это тоже некий такой хороший подспорье для туроператоров, которые работают на внутреннем рынке, и в том числе и у нас в республике. Я надеюсь, что к нам все-таки еще и пойдут федеральные туроператоры работать. Такие переговоры ведутся? Ну да, конечно, да, у нас уже несколько туроператоров и работают как бы с местными, да, потому что федеральный туроператор самостоятельно, понятное дело, тур не может составить, надо знать специфику региона, но вот как раз таки в этом-то и помогают наши местные туроператоры, которые уже занимаются, знают всю специфику региона, у них уже есть продукты, которые можно уже предлагать. И я уже не буду пока называть имена, так скажем, да, и организации, которые и как раз таки по такому пути идут и спрашивают у наших местных коллег, ну давайте правильно упакуйте по нашим стандартам для того, чтобы можно было его предложить на рынке, в том числе и в крупных, в том числе и в московский рынок, все остальное. Когда планируете завершить эту работу по упаковке туров из Башкортостана? А мы его не будем завершать, мы его будем совершенствовать, постоянно продолжать, потому что я надеюсь, что те меры, которые предлагает Ростуризм, он будет иметь продолжение в дальнейшем, потому что кто умеет работать, кто хочет работать, их, конечно, надо, безусловно, поддержать и надо давать возможность развиваться дальше. И в том числе регионам. Понятно, что у нас в Башкирии мы именно в этом направлении-то работаем недавно, хотя имея такие шикарные природные ресурсы, мы скажем так, систематизируемся сейчас, да, и поэтому хотелось бы, чтобы и мы на стороне не остались, и на нас тоже обратили внимание. Салават Тагирович, можете ли назвать самых посещаемых 5 мест Башкортостана для тех, кто посмотрит эту программу и захочет стать туристом, который может получить кэшбэк от 5 до 15 тысяч рублей? Вот 5 мест от Салавата Нафикова. Ну, Шульганташ, Иремель, Ектыкуль, Сабзаково вместе, далее сплав по Агидель, ну так, еще и 5, ну, скорее всего, Таратау, ну и Ингантау бы я туда тоже включил, потому что Ингантау геопарк, как огромная территория, отдельно выделять там Идрисовская пещера или Мичлинская, там геологический разрез, я бы не стал бы выделять, я выделил бы геопарк Таратау, геопарк Ингантау. После того, как геопарк Ингантау получил статус, заметили ли вы рост посещаемости? Интерес есть, конечно, интерес очень большой, да и коллеги с Ингантау, они говорят о росте туристов, количества, но они начали тоже систематизироваться, потому что раньше никто этим не занимался, сколько туристов приезжает, как организовать работу с туристами. Сейчас этим занимается геопарк, и видно, что да, есть количество людей увеличивается. Этим летом глава Башкортостана Ради Хабиров также отправлялся в сплав, и даже появилось предложение от некоторых туроператоров сплав по пути Радия Хабирова. Вот как вы оцениваете такое предложение на рынке? Ну, молодцы, что ребята подсуетились, и такой хороший маркетинговый ход, да, по следам Хабирова, так скажем. Ну, если это продается, почему бы нет? Тут все средства хороши. Но вообще, насколько они гибкие туроператоры, в чем проблема? Почему, во-первых, их нет, да, не маржинальный бизнес, либо какие-то другие есть проблемы? Ну, во-первых, была такая задержка именно в развитии территории. Ну, инфраструктура, то, что вы отметили. Ну, конечно, да, у нас огромное количество туристических мест, в которых просто так, ну, не доедешь, ну, честно, да, там, доступность так называемая. Я и не говорю про уже группы, там, про детский туризм. Там людям-то, у которых, скажем, даже подготовка, это несколько дней даже занимает заброска на определенной территории. Вот это та самая проблема доступности этих территорий природных достопримечательностей. Тут и проблема и в законодательстве есть, и, понятное дело, там и никто и деньги не вкладывал, но мы сейчас хотим эти территории развивать, и есть несколько предложений, в том числе и на законодательном уровне, как всю эту систему сломать, и чтобы пошли инвесторы, чтобы и, самое главное, потребитель туда пошел. Ну, и это надо над этим работать. Но это не быстро, конечно, но мы уже занимаемся, уже делаем. Тот же придорожный сервис. Но мы же знаем, что там, если не будет нормального сервиса на дорогах, ну куда ты поедешь там 5-6 часов, а то и 7, если с детьми, ты причем туда выехать, ты еще 1000 раз подумаешь, а там даже нормальных туалетов нет. Да? Ну, сейчас вот именно на законодательном уровне уже принято решение, изменения внесены
который, в принципе, должен дать, так скажем, зеленый свет большим инвесторам, чтобы большие инвестиции пошли именно в этот отрасль, в придорожный сервис. Ну и, кстати говоря, про инвесторов был мой следующий вопрос. Насколько тяжело сейчас в условиях сложных экономических вести переговоры с ними? Именно в туризме? В туризме, да. Но, понятное дело, у нас туризм – это та отрасль, которая во время кризиса первая страдает, это понятно. Но, с другой стороны, туризм при грамотном подходе – это высокомаржинальный, в принципе, бизнес, если все это грамотно делать. Идут ли инвесторы? Но идут инвесторы, в том числе и вот как раз о чем мы говорили, это та ниша, которая у нас была самая слабая, туроператорская, да, туда, в принципе, изъявили желание люди зайти, поработать. Но мы ждем сейчас, обговариваем условия, как это все будет работать. И нам бы очень хотелось, конечно, эту ситуацию изменить, чтобы у нас были в республике сильнейшие туроператоры, которые могли бы, можно сказать, даже управлять целой отраслью, потому что это очень важно. Очень важно вот такие продукты правильно упаковывать и правильно все рассчитать, и правильно его еще продавать. Только таким способом можно развивать отрасль. Слава Тагирович, но тем не менее из года в год в Башкортостане турпоток увеличивается, там по разным от 5 до 20%. С чем и вы это связываете? Но это такой, наверное, некий тренд на экотуризм, во-первых. На внутренний в России. И не только, это во всем мире экотуризм, потому что люди в последние, не знаю, там десятилетия, уж там 50 лет где-то, все время мы закрываемся в каменных стенах, а у нас такая некая генетическая память, которая нас все время тянет на свободу, на природу, да, и поэтому мы пытаемся восполнить. Ну, вы на себя просто сейчас, если вспомните, когда вы последний раз выезжали на природу, да, и сколько времени вы проводите дома. А лет 100 назад люди-то намного больше проводили. Ну, образ жизни был такой, что именно на природе. А сейчас у нас образ жизни больше, так скажем, урбанистический. Мы тянемся в города, закрываемся, с утра до ночи работаем. И, понятное дело, когда мы вырываемся, нам неохота обратно в такую же стену где-то в отеле просто лежать, а именно на природу, где леса, где горы, где вода, где есть такое некое уединение. Когда это будет тянуть, такой тренд будет сохраняться и в дальнейшем, понятно. Надо сейчас просто этот тренд поймать и научиться нам зарабатывать на этом. Указатели для туристов – это одно из последних новшеств. Какие в ближайшее время новации стоит еще ждать? Ну да, и скажу так, что указатели сегодня очень сильно здорово помогают нашим туристам. Ну, это понятно, в первую очередь для самостоятельных туристов, которые открывают новые маршруты, прокладывают новые локации для себя и все это используют. Большими семьями, большими компаниями выезжают туда. А то, что касается еще, какие у нас будут новшества, ну, вы знаете, мы сейчас по Уфе, у нас завтра, вот, кстати, стартует бесплатные экскурсии. И мы, конечно, ожидали, что такое огромное количество желающих будет, но не ожидали, что столько, так много будет, там порядка на один день только уже успели записаться, там порядка 400 человек. Мы их, понятное дело, не будем растягивать на остальные дни. А чьими силами проводятся экскурсии? Но это проводится силами Госкомитета по туризму, администрации города Уфы и гильдии экскурсоводов Уфы. Мы с ними вместе будем этот проект делать. И завтра вот планируем первую экскурсию. Это будет пока, ну, скажем, бесплатная история для местных горожан, потому что мало кто в Уфе, к сожалению, знает историю города. Я про объекты вообще молчу, кто где, когда жил. История этих объектов. Мы хотим вот, то есть, сделать первый шаг. И в дальнейшем, значит, мы планируем запустить экскурсионный автобус в Уфе. Вот как раз двухэтажный. Двухэтажный, да, экскурсионный автобус. Сейчас у нас, значит, переговоры все проведены. Мы планировали его запустить 1 августа, но по техническим причинам это пока задерживается. Автобус у нас чуть позже появится, но он появится, я вам это гарантирую. И как раз мы сегодня собирались с коллегами из управления электротранспорта. Уже не первый раз собираемся, просто пытаемся проложить таким образом маршруты, и, учитывая особенности троллейбусной линии и трамвайной линии, и при этом и такой как бы самое вкусное не упустить в экскурсиях, самые интересные объекты. Но я думаю, общий язык найдем, мы в любом случае дожмем эту историю, это экскурсионный автобус у нас пойдет по Уфе. А как решили с троллейбусными сетями? Ну, где-то будем поднимать его, да, где уже невозможно. По техническим причинам есть у нас места, где троллейбусные линии невозможно так быстро поднять. Там комплексные меры нужны в самой улице, там, условно, начиная от замены столбов, где-то много-много чего. Но пока это, понятное дело, город за 2-3 дня это не сделает. И учитывая эти моменты, мы
по-другому чуть-чуть маршруты прокладываем, чтобы, ну, условно, чтобы автобус через эти места не приезжал. Спасибо большое, Салават Тагирович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был председатель Госкомитета Башкортостана по туризму Салават Нафиков, и мы говорили о развитии индустрии сейчас в условиях пандемии коронавируса. Оставайтесь на БСТ.